все проводили здесь. А потом смотрю, говорю, думаю, им же всем зарплаты надо, одни открывают 4 супермаркета. Они теперь в супермаркете идут, просто продукты берут, их зарегистрируются, все это, и потом почта зарплата минусуется и так далее. Чтобы они деньги, которые у меня получили, не таскали в другом месте. Все крутится внутри. Все крутится. Рестораны, кульхуна, мукуна, все. Чтобы себестоимость снижать, вот так цикл я закрывал так. У него еще свой огромный, самый крупный хлебзавод был. Он говорит, я не хотел его, честно говоря, не хотел. Но он мне говорит, возьми его дело. Я не умею, у меня времени не хватает, физики. Я говорю, я уже меню пожилой человек, я куда еще? Я говорю, так, да, видите модель какая? Кто начал понимать сюда? Улавливаете? И вокруг сотрудника. Один вокруг сотрудника, одну модель, другой, все в одной отрасли, все взаимосвязано. Щебень, асфальтзаводы, бетонзаводы, строительство, все целиком. Я так чудо, откуда они взяли за это? Он говорит, я просто работал, он сам бухгалтером работал, или финансовым работал, там железоводы в Советском Союзе. Когда Советский развалился, я подошел, говорит, этому директору, говорю, время сейчас. Он же разбирается в финансах? Нет. Если вы послушать, оба турбака пойдут, не надо. Он говорит, давай купим этот завод. И что? Потом прошло какое-то время, соответственно, завод поставили на продажу. Железоводы, помните, делали кольца, делали эти для канализации, делали стены и так далее. Плиты делали. Он говорит, давай купим. Он говорит, нет, давай купим. Потом, говорит, я деньги собрал, сам купил. По чуть-чуть нашел деньги, в 92-м или 3-м был сам купил. Но я купил один час. А там было еще 3 части. Там был у него час, где все техники. Его отделили одному отделе, следующий был металлоконструкция, другому отделе. В 2008 году, говорит, тот, который транспортный, там же техника тоже был, который возили это все. Тот, который брал территорию техники, он пришел мне и говорит, послушай, я кредиты брал, не могу их платить. Купи мне это, пожалуйста. У него еще отдельная транспортная компания есть, которая все это техника, которая обслуживает все это. И вы купили этот транспорт. Потом, говорит, в 2000 году пришел ко мне тот, который это делал, металлоконструкцию. И это блок купил. Вот так и потом со временем сами приходили мне, говорят, купи это завод, купи того завод. Я как секунду думаю, ну и ладно. Я покупал один завод. Итальянцами поработал, говорит, дорога была между Чимкенте и Алматой. Они делали, говорит, тендер, а я был весь субподрядчик. Научиться делать асфальт. Я понял, что на это деньги можно заработать. И пошел, говорит, на прибыли, сразу построили один асфальтзавод. Так и 3 асфальтзавода. Один за другим. И двигалось, так далее. Я эти кейсы рассказываю, чтобы примером показывать, что это работает, это классно работает, это возможно делать. Похожая модель вокруг производства сейчас делает в Уджанде фараон. По плита производит, по бетону производит. То я кормит фабрики и так далее. Очень много производств, 12 производств. Похожая модель. Несколько партнеров. Не один человек. Если говоря, я сам один своими детьми делал. Каждому ребенку на одно направление, 2 направления отдал. Одна дочка занимается супермаркетом, другая занимается колбасными хлебобулочками, третья сын занимается бетонами, этим и так далее. Каждый в одном направлении. А получается, и 3 брата, по-моему, еще 2 партнера. Что-то такое, по-моему. Я просто изнутри не знаю, но что-то такое. Значит, работает эта модель. Я что хочу сказать? Это работает. Кто понял? Это работает, надо практиковать, надо использовать, надо это делать. Туризм. Как вы думаете, почему все-таки еще сравняться на таком уровне туризма, как, например, Барселона или как в других местах? Потому что мы нет компаний, которые организуют туризм по всем регионам. Например, вы получаете шенгенскую визу, вы только в Францию не зайдете, вы пройдете как минимум несколько стран Евразийской. Согласны? В Европе.
Вы не будете только в Барселоне сидеть. Вы пойдете туда, потом еще туда, еще туда, еще туда. Потому что за счет того, что вы летите туда, когда вы пройдете весь регион, себестоимость авиабилета не кусает. А когда каждая страна по отдельности, авиабилет дорогой. Кто понял? Например, я заметил, что когда первый раз я попал в Азию, это Малайзия, я не только в Малайзии был, я сразу поехал в Борнео, потом поехал в Сингапур. Я сначала был в Малайзии, то есть весь регион обходил. Я неосознанно это делал. Сам, много лет назад. Но я это делал неосознанно. Я как турист смотрю, глазами туриста. Если вы создадите бизнес, связанный с туризмом, гарантия, да, будут хорошо расти, но если он будет очень хорошо расти, если вы его можете позиционировать на весь регион. На весь регион. Вам не надо пойти в Ташкент открывать гостиницу или там, тут компанию. Но вы найдете с такой компанией сотрудничество, с которым это все сопровождается. Но клиент продает как единую услугу. Как единую услугу. И дальше не двигается. Тогда дешевле выгоднее. Это очень важно делать. Это те бизнес-модели, которые будут очень актуальны в следующие 10-20 лет. Коллаборация с ближайшими сферами. Знаете, меня что удивило? Это вообще... Япония, я сейчас удивился. Вы знаете, японцы... Кто из вас замечает, что сейчас в данный момент многие люди говорят, хлеб надо меньше кушать? Говорят же, слышали? Но наши народу еще 50 лет надо до этого, мы все равно нам будем кушать. Лепешка для нас это самая супер вещь. Все равно наш народ все равно будет кушать это, но фактически по всему миру идет тенденция, что кушали хлеб мало. Японцы оказалось много, когда начали такой тенденция пойти о том, что 90 лет эту компанию. В 1934 году была открыта эта компания. И они как раз держали собственные магазины, продают булочки, хлебы и так далее, и так далее. И потом, как вы делаете это? А еще делят и раздают всем этим магазинам и так далее. И мне просто задал вопрос, он говорит, чтобы держаться на плаву на рынке, мы начали делать, говорит, два вещи. Одна из важных вещей, которая нам помогает, это постоянная коллаборация с разными направлениями. Я тогда понял, почему внутри круассана появилась крем или что-то нибудь. Это, оказывается, продукт коллаборации. И они, оказывается, внутри его делают с какими-то компаниями, которые мороженое производят мороженое. Они делают коллаборацию с компаниями, которые молочные продукты производят с ними. Вы можете догадаться, что хлебобулочные компании делают коллаборацию с тем, кто производит мандарины. В голову не происходит, согласны? В голову не происходит. И они даже коллаборацию с теми фермерствами, которые производят мандарины и так далее. Разные создаются какой-то третий продукт. Объединяя два продукта, она будет привлекать деньги. Что я хочу сказать? Во всей отрасли будут произойти изменения. Абсолютно во всех отраслях будут произойти изменения. Кто будет вовремя измениться, он будет следующий лидер. Я хочу задавать вам такой вопрос. Готовы слышать? Представьте, что имея сегодняшний ум, сегодняшний знание, вы оказались в условиях ныне 1990-х годах. Но мозги у вас сегодняшние. Условия рынка 90-х. Классно было, правда? А вопрос. Имея сегодняшние мозги, опыт и знания, если оказались в условиях рынка 90-х годах, то, что вы добились за 34 года, за сколько времени вы добились? Год, кто-то месяц, еще. Продолжение, скажите. 3 года. Вы знаете, видите, месяц, 2 года, 3 года или что-то. Ни разу на этот вопрос мне никто не ответил больше 5 лет. Ни разу, никто. Потому что имея сегодняшние мозги, если вы попали в условия рынка 90-х годах, представьте, что вы знаете, что будет, а другие не знают. Вы за копейку открывали нужный бизнес.
купили бы нужные активы. Согласны? А потом руки на карман ходили бы и получилось бы у вас куча денег. Это хороший инсайт, очень хорошая информация. Но я должен вас огорчать, вы не попадете больше 90 годов. Но у вас есть возможность мозга. Я нарисую, чтобы вы это видели, потому что это очень... Do'stoni aziz, az sani 28 تا سنه یکم مینی مسترکلاس برای شخصان صاحبکاران برگزار می‌گردد. مرحمت اگر به ترینینگ استاد اشتراک کردن خواهید بر خم‌هایی که 04 و 08 است و لوگویش زنگ زنید.